Всем привет, дорогие друзья! Мы находимся сегодня в прекрасном городе Нерюнгри. И в этом городе есть мастерица, которую знает, мне кажется, каждый житель этого города. Потому что именно ее творения, именно ее работы уже знамениты не только в Нерюнгринском районе, но и во всей республике. Знакомьтесь, это Велена Мещан, она является креативным директором творческой мастерской «Этностиль». Вот так вот, все очень просто, этностиль. Это ваше детище, да, и, собственно, здесь происходят чудеса. 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 С помощью ваших золотых рук здесь рождаются творения. Да, с Божьей помощью. С Божьей помощью. Ну, давайте немножко расскажем, с чего вы все начинали и как вот такое увлечение, как шитье, стало уже по Это классический случай перевести любимое дело в работу, и тогда вы никогда не будете работать, будете заниматься любимым делом. Ну, со скольки лет шьете? С лет 6, наверное. С лет 6 мама научила пришивать бусинки, и все началось с этого. Ну, то есть и теперь уже у вас есть целая практически фабрика, можно сказать. Фабрика, да, небольшой маленький цех. Ну, в планах у нас фабрика, конечно же. На минуточку, у нас за окном март месяц, и, как уже сказала Велена, мне по секрету, что у нее до августа уже все расписано, правильно? Да. То есть заказов настолько много. Да. Мы видим, у вас очень много оборудования, да? Это вот все накоплено. Все куплено было на грантовские деньги, которые нам предоставил район и город. И мы на эти средства приобрели оборудование и также центр занятости. И вот так реализуем свои мечты. Ну, то есть, посмотрите, с таким оборудованием не может похвастаться каждая мастерица, да? У вас есть здесь все. Вот какой-то уникальный агрегат стоит. Вот. Это оборудование я приобрела на собственные средства, с него все началось. Это вышивальная машина с программной вышивкой. Она стоит как джип. Да вы что? Она как джип стоит 700 тысяч. Поэтому с нее все началось, и дальше уже, когда ты в собственное дело так вложился, уже дальше тебе государство помогает и открывает все двери. То есть, обратите внимание, человек начал свой бизнес не с маленькой машинки, да, а сразу с хорошего, дорогого оборудования. Ну а дальше уже да, стало все понятно. И на этой машине можно шить обувь. Это по тонким мехам, это по грубым мехам, это промышленная швейная машина прямострочная и промышленный оверлок. Все промышленное. Все промышленное. Мы все просто, мы на первых заказах убили бытовые машины мои домашние, и мы купили уже промышленные. Так интересно, то есть мы вот видим, у вас там на вешалке висят, то есть вы работаете и с мехом, и с тканью, да? Где всему обучались? Я самоучка, я просто очень люблю свое дело, это энтузиазм, и все. Вы представляете, какой уникальный человек? Ну и еще я очень люблю людей, которые что-то умеют, и всегда стараюсь у них учиться, и они охотно мне отдают свои знания. Училась у Скорняка Тамары Григорьевны. Вот швеи, с которыми мы сотрудничаем, они тоже меня учат, рассказывают что-то, я не все умею. Классический тоже способ для всех русских женщин — это журнал «Бурда». С него все выкройки практически для моделей. Потом у нас швея-закройщик уже появилась в коллективе. А так вот все просто по схеме советской женщины. Ну так, то есть открываешь журнал, вырезаешь методом проб и ошибок. Да. Где-то не сошлось, испортила, заново переделываешь. И вот так вот у вас, в принципе, все получилось, можно сказать. Да. Раз уж такие заказы есть на полгода вперед. И еще это особенность нашего района. У нас многонациональный очень район, мы, конечно, одна из последних станций БАМа. И в советское время у нас селилось большое количество, все 15 союзных республик, а сейчас у нас есть Ассамблея народов, в нее входит 17 национальных объединений, и они одевают свои национальные одежды, выходят на наши якутские праздники традиционные, российские государственные, наряжаются, красиво одеваются, и вот мы этот спрос реализуем в нашей мастерской. То есть наряжаются ваши наряды? Да. 17 национальностей. Ну да. То есть вы еще и помимо этого же должны знать и определенное культурное какое-то, да, наследие. Не сошьешь же, допустим, для малых народностей севера костюма, о котором ты даже не знаешь. Откуда черпаете эти знания? Я по образованию историк, и это моя любимая тема — изучать народ, его этнографические особенности. И мы общаемся с носителями культуры, спрашиваем, как это краилось, как это шилось, из чего находим современные аналоги, из
используем старые выкройки. Мы закупили все выкройки, которые изданы в Якутске по традиционному холодаю, сюртуку мужскому. Мы их купили, и на основе их мы шьем тоже наши изделия. И если приходят к нам со сложными заказами, приносят аналоги, которые шили бабушки, мы их разбираем и по аналогии шьем. Даже и такое бывает, да? Вот позади вас мы видим сейчас в работе, да? Это стилизованный национальный костюм. Угу. Вот, он будет вот такой жилет якутский стилизованный и платье такого бохо-кроя. Ткань я крашу сама, то есть это белорусский лен. У нас синтезируются материалы, которые в Российской Федерации значит, производятся. Тесьма белорусская тоже. Вот программная вышивка. И это красители тоже наши отечественные. Когда вот кризис наступил, мы полностью уже были готовы, мы перешли на наши материалы. Вот там у нас есть парча московской фабрики. Вот где? Вот это да, красное? Да, очень качественная, шикарная парча. Вот, мы ее заказали, шили русскую пару тоже. Здесь у нас лежит, вот, если хотите, наведите, разноцветная замша. Тоже мы ее привезли с Новосибирска, мы ее используем в изготовлении национальных костюмов. Ну, то есть там и крашеная есть, и не крашеная кожа, мех покупаем. В Венгрии мы купили, вот они стали сейчас выделывает Новосибирск, а они производят чернобурых лис. Просто у меня в мешках все убрано. Вот, и мы эти чернобурные лисы тоже купили, тоже планируем их в производство запустить. То есть у вас работа кипит, да? И не нужно нам импортное ничего, да? Да, Все мы можно брать здесь. минимизировали. Правильно. Ну, тогда, я думаю, всем зрителям будет интересно, чему же научит нас сегодня такой опытный специалист, как Велена. Хочется, конечно же, сшить подобное что-то, но в рамках нашей программы мы этого сделать, к сожалению, не можем, но хотя бы соприкоснуться с искусством, хотя бы на маленькую долю, я думаю, у нас получится. Что мы сегодня будем делать? Мы будем делать кокошник, стилизованный, который можно носить в повседневной жизни как ободок. Ним можно убрать волосы и даже красиво печь пирожки. Да, вот так. То есть все-таки красота должна быть везде, даже на кухне. Да, даже на с пирожками. Да. Вот, нам нужна основа из шевронной ткани жесткая, нам нужен любой кусочек ткани вот такой красивый. И сейчас мы приклеим основу сюда. Вот это что вы сказали? Шевронная ткань. Ну, можно заменить ее дублерином, любым жестким материалом. Не обязательно. А можно что касаемо размеров? Размер. Ну, выкройка вот так очень простая. Здесь, значит, у нас используется 21 сантиметр. Если мы измеряем, вот так пойдем, то здесь 18 сантиметров и зазор 10 сантиметров. То есть угол вот этот можно обозначить 18-10. Вот так. Вот этот, который мы вырезаем. Да. А давайте на бумаге покажем это, а то может кто-то запутается, как это делается. Я вот, например, хорошо. под таким углом я бы не сообразила, как вырезать, честное слово. По прямой могу, под углом не смогу. Так, а оно же должно так красиво лежать еще. Не сейчас. так, видимо, а вот так. Сейчас, Сейчас нам Велена все покажет. Да. Кладем нашу выкройку. Ставим опорные точки. Нет, а вообще, допустим, вот мы взяли кусок. Кусок ткани. Так, отложили, поставили точку. Отложили 18 сантиметров, провели линию. О, классно, у меня секретарь есть. Так, теперь отложили 10 сантиметров. Прямой угол 90 градусов. И 10 сантиметров, и 18 сантиметров соединяем. Чуть-чуть придаем круг. Можем под линейку и придаем окружность. Все. Здесь уже делаем высоту кокошника. Ну, можем убрать ее, можем выше. Но в нашем случае это сколько? Это в нашем случае 4 сантиметра. 4. 4 сантиметра. А здесь? И здесь у нас меньше. Здесь 3 сантиметра, по-моему. Да, 3. Все, вот так кладем его. Трынц. Хочу срезать этот край высокий сильно. Ну, ладно, какой высокий. То есть, по сути, вот эта ширина, она может быть и пошире, и поуже. Ничего страшного, правильно? Все, да. И вот у нас выкройка, боковая часть. Их 2 должно быть. Мы ее вырезали. И она универсальная, она от 54 до 62. То
То есть там все зависит от задней резиночки. Блин, не покажу. Мгм. Они все разошлись, прям вчера забрали. Так, мы должны приклеить вот эту плотную ткань к этой тоненькой, да? Мгм, мгм. Чем мы будем приклеивать? А у меня есть там клей специальный. Пойдемте. Мы используем такой порошковый клей. Он продается в рукодельных магазинах. Немножко фиксируем, чтобы не срывался выкройка, не сорвалась. Досыпаем. Порошковый клей. Порошковый клей, да. Он бывает аэрозольный, бывает, можно даже простым клеем карандашом посадить, но потом пристрочить. Мгм. В зависимости от плотности ткани, чтобы не остались следы. Порошковый клей. Так, кладем. И закрепим. Промышленный утюг закупили. У вас даже и утюг какой-то Мгм. необычный, Ну, промышленный. может, сутки шпарите. Потому что мы 4 убили непромышленных. Мгм. И мы купили, вот 12 тысяч стоит. Ну, сейчас хороший утюг так и стоит, наверное. Мне кажется, плюс-минус. Да, ну, тут просто вот такой. Под этой температурой клей Припаивается, да, Мгм. припаивается туда, становится очень удобно работать. Белина, а на вас тоже ваш наряд? Да, это- собственноручный Нет, шитый? не собственноручно, что я шила. Да? Я не То есть успеваю вы собственноручно. сапожник без сапог, Да, да? я слишком... Я концепцию создаю. Я могу пошить, конечно, но это будет дольше. Интересно, а вот идеи, вот все-таки у вас есть образование художественное? Вот я не понимаю, ну, учиться технике, ну ладно, хорошо, методом проб и ошибок, а вот откуда брать идеи? Откуда брать, ну, у вас же целая коллекция есть, мы знаем, Можно про правильно? Бога рассказывать. Можно. Можно. Ну, вы знаете, вот я человек верующий, и я помолюсь с утра, и у меня начинается озарение. Да вы что? Мне приходят такие шикарные идеи в голову. Я прям от того, что они мне пришли, мне так хорошо, что мне Господь доверил такое дело красивое сделать. И я ему за это очень благодарна. То есть вам помогает вера, да? Да. Оттуда черпать Да. идеи. То есть так вот этот механизм прилета в голову красоты, Мгм. у меня всплеск эндорфинов в крови, Мгм. и я это всегда чувствую. Инсайты это называется. Да, что? Ну, примерно так Менделеев он. То есть думал, и у него раз и пришло в пришло, голову да. идея. Вот это тоже, это то, о чем я все время думаю, собираю сюжеты в голове, а потом все это, вот мы видим, что все приклеилось. Видите, Мгм. как оно. Ну, это все внутри будет незаметно. Мгм. Потом мы сейчас прострочим, вывернем, и будет Хорошо. основа. Мгм. Следующий Я выхожу. этап – это строчка. Строчка. То есть по всему периметру надо, да? Да. И немножечко краешек захватываю, чтобы она потом... А если у вас мечта какая-то, вот как у творца, может быть, сшить что-то, может, какую-то коллекцию, может, что-то увидеть? Я хочу, чтобы у нас в Якутии стали снимать детские фильмы, сказки с моими костюмами. Чтобы мы снимали сказки. У нас был прям площадка международная по детским фильмам, сказкам на основе народных сказок разных народов. И вот как в Иенгур приезжали спортсмены и вообще люди пообщаться с разных стран, чтобы приезжали смотреть детские фильмы, сказки. Чтобы Вот был такой огромный мировой То есть фестиваль. вы любите детей И мы очень. были центром этого всего. Да, я даже хочу сыграть роль доброй мачехи. И самой себе сшить костюм, правильно? Ну да, можно, самой себе можно. Целый А почему сказочный. именно детская тематика? То есть вы не хотите Я шить считаю, костюм? что этого не хватает. Детских фильмов, А. сказок, не то чтобы дети в них играли, а вообще вот как раньше открывается окно, помните? Мгм. Бабушка сидит, тра-та-та, такая сказка. Вот мне бы хотелось, чтобы мы снимали народные сказки разных народов, потому что в сказке содержится огромное количество сакральной мудрости, которая через мифы, через образы передается и помогает душе развиваться. И сейчас именно детских фильмов, сказок. Ну вот даже Чебурашка своей кассовостью показал, что это вот здорово для детей Мгм. снимать. Семейные фильмы, кино, которые... Вот с чего, кстати, у меня началась любовь к детским фильмам, сказкам. Это, помните, была такая сказка «Три орешка для Золушки». Она, по-моему, польская. И там были шикарные костюмы. И вот многие девочки СССР помнят этот фильм «Сказки», что в нем Мгм. красивые костюмы, там же Золушка наряжается в волшебные красивые одежды, они там из орешка вылетают. То есть вы хотите, чтобы это было так же у нас? Да. Это моя супер-мег-зашиб идея. То есть помимо того, что у вас есть увлечение, это вот ваша мастерская, да, еще и вы работаете историком в музее. Рассказываем
Рассказываем, да? Лекции, да? Рассказываем, да, проводим экскурсии. Вот сегодня я проводила экскурсию с попыткой переходить на английский язык. Еще и владеете иностранным языком. Немножечко некоторые слова я знаю. Наверное, еще и вкусно готовите. Да. Я гречанка. Это невозможно, чтобы я не готовила вкусно. Вы гречанка? Да. А что вы делаете в Неринге? Я люблю его. Я люблю Нерингари. Я здесь выросла. Как можно не любить Нерингари? У нас же очень красиво. Встаешь, на тебя вон смотрит солнце, становой хребет. Да, мы тоже заметили, что сегодня Нерингари нас встречает прям с солнцем. Да. Несмотря на то, что порой периодически падает такой снег, но в целом очень солнечная погода. Красота. Так, Да. теперь мы режем. Обрезаем край. Примерно полсантиметра. Оставляем, да, полсантиметра? Да. Ну, эта ткань не осыпается. Если вы будете шить из парчи, лучше, конечно же, ее обработать. Эта ткань проверена, она не осыпается. Трикотажик такой плотненький. Но он под жаккард, да? Под жаккард, да. Под жаккард. Это какие-то там геральдические лилии, наверное. У нас получилась вот такая деталь, да? Но пока она у нас наизнанку. Далее что делаем? Далее мы берем иголку цыганскую, нитку, фиксируем и выворачиваем, как обычный прямой шнур. Бортовой компьютер. Должно все вывернуться. Должно все вывернуться. Так, я тяну. Чуть-чуть, подсунем сюда. Вытянете. Все, пошел процесс. Все, пошло процесс. Пошел процесс. Вот. Выворачиваем. И Опа! наше изделие Наше изделие вывернуто. вывернуто. Следующий этап. Следующий этап, мы его украшаем. Украшаем. А гладить надо? Да, прогладим. Хорошо. Мгм. Мы с Веленой приступаем к завершающему этапу, да? Ну какой же кокошник без красоты? Бусинок без красоты, да. Да, сейчас, собственно, займемся вашим любимым делом, да? Да, мое любимое дело пришивать бусинки. Все, это самое любимое мое. То есть это же такой кропотливый труд. Я вот сидишь, обожаю да? вообще, прям обожаю. Прям ночами сидите, наверное, да? Ночами нет, но сижу. Мы видим Не, ваши я работы. готова и ночами, но спать Да, же вот надо здесь я иногда. Пока Велена вышивает, покажу, да, некоторые вещи. Что это? Это стилизованная жилетка. Значит, мы шили костюм Боина, и там выглядывали глаза зверей, значит, там использовались вышивка животных, и мы вот сделали на основе них вот такие жилеты, потом женские, значит, и с использованием вышивки натуральных камней. Вот смотрите, вот здесь мы видим натуральные камни чароид, да? Да, чароид там, хризопраст, по-моему. Ну, это бусы отдавали просто люди, которые не носят их. И Вышивка это вот вашей машиной, да? Да, машинная вышивка и ручная бусинами, бисером. Посмотрите, какая красота позади. Хвостики, Хвостики, норочки крашеные, да. И посмотрите, вся красота в мелочах. Видите, не просто пришили хвостика, и здесь и такие бусины, и такие. Волк воет. И здесь есть наша ткань, которая будет у нас на ободке. Да, да. Да. Вот он. Посмотрите. А какой еще нюанс? Даже здесь у нас есть вот такая вот мелочь на подкладе, да? Вышивка оленя. Да. Какая Ну, раз красота, это, да, да? стилизация. Так, посмотрим еще, что у нас тут. Давайте. Вон у вас какие красивые платья здесь. Да. Лен. Любите работать, да, с таким? Да, мы любим белорусскую ткань. Мы вообще концепцию держим, стараемся на натуральных тканях работать, потому что они дышат, это экологично, для тела очень полезно, но это дорогие ткани, но тем не менее мы поставили в приоритет натуральные ткани. Это платье называется «Троица», значит, оно летнее для похода на Троицу в храм. Было традиционно одевать зеленое платье, а на Пасху, допустим, красное. И вот это зеленое платье. Вот Ну, так. с элементами зеленого. Да. Можете такое же темно-зеленое там показать. Вот еще одно, Да, да? такое же, да. Это тоже троица. Тоже Троица. Это уже платье на реставрации, оно уже послужило некоторое время. Вот. То есть к вам еще возвращаются, да, чтобы, Да, допустим. Да. Так, Это- еще одна красота. Это платье в стиле бохо. Здесь вышивка крестом, добавлена тесьма, да. Это льняное платье, просто для летнего отдыха. И опять все, мелочь вся в детальках, да? Мгм. Вот кисточка вроде бы и кисточка, а выглядит Мгм. прям уместно. Так, еще что?
Мы видим, вы любите очень сильно шить якутскую национальную Да, одежду, мы да, по- холода. да, у нас пользуется спросом, особенно летом, и мы этот спрос реализуем. Да. Все А это платье будет еще с отделкой, это просто основа. Просто там будет еще что-то. соблюдаете все традиции, правильно? Да, да, это по традиционной выкройке. Мы их приобрели якутские и стараемся, чтобы все соответствовало. Ну, это у вас сценический, да? Это какие-то? сценический костюм, да, просто русская рубаха Опять же, с вышивкой, да? с вышивкой, да. То есть это не нашивки. Обычно мы Это- сейчас часто видим, когда это нашивки вышивка. покупают и приклеивают. Это да? программная вышивка, вышивает машина, не руками. Вот такая красота. Да. Еще вижу что-то красивое вот здесь у вас. Да, это костюм зима. Костюм зима. Все, Костюм зима. костюм зима. Там звери, деревья. А сколько здесь да, бусин? бусины там пришиты. Красотища. А вы все-таки любите шить такую повседневную одежду для повседневной носки или все-таки вот костюмы для вот выхода куда-то, вот такие оригинальные какие-то? Придумывать, конечно, я люблю что-то вообще фантастическое, там вообще с мигалками. То есть чем С ярче, тем большим, лучше. чем ярче, тем лучше, да, чтобы там был сюжет, и чтобы этот костюм еще технично работал. Там рейки, руки, значит, Баянай мы лепили рога и монтировали их в каску, потому что очень тяжелый был пластик, из которого рога. То есть, ну, это такие уже прям технические То проекты. есть, мне кажется, вам надо в театр идти работать. Нет, вот хотите? я не хочу в театр, я сама ходячий театр. Сама Мне ходячая. нравится, когда люди еще носят в обычной мирской жизни свою национальную одежду, либо ее элементы. Мне кажется, это очень красиво, это очень аутентично. Мы с Веленой приступаем к завершающему этапу. Это декорирование нашего кокошника, правильно? Да, мы сейчас сюда пришьем красиво кружево по краю, приложим, и будет вот такой у нас богатый кокошник. То есть все гениально просто. Все гениально просто. Ну, если вот в обозначенных 20 Мгм. минутах, то Эфира. да, то А вообще, я смотрю, у вас очень много бисера. Это ваше, наверное, любимое дело — вышивание. да, я его люблю вышивать, покупать, у меня его много. Это мой пенсионный фонд. Когда я буду на пенсии, я буду вышивать просто одни сумочки. Главное — иметь хорошее зрение. Да. Велена, мы знаем, что помимо вашего увлечения, да, Мгм. вот шитьем, да, вы еще очень добрый человек. Да на всю голову. Доброта из вас, так сказать, Хуже и- воровства еще Да? говорят. Доброта хуже воровства. И, значит, мы знаем, что вы в свою семью приняли приемных детей. Да. Мгм. Немножко расскажите вот про это. Как пришла идея, с чего вдруг, случайно, либо это было осознанное решение? Случайно и осознанное. Ну, Мгм. просто я решила ездить в детский дом, брать детей на выходные, на каникулы. В итоге мы так все прижились, что забрала я детей, и мы стали жить вместе. Сколько у вас сейчас детей? Двое. Двое. Да. Которые остались с вами жить постоянно. Да, да. Вот Катюшка выросла уже. Есть у меня еще кровный сын Артемка, и еще у меня 4 крестника из детского дома, которые уже тоже выросли, и иногда мы встречаемся. Они уже взрослые ребята. Мгм. То есть вы первого ребенка взяли много лет назад? Ну да, уже около 8 лет назад, Мгм. в 2014 году. Сколько лет назад? Мгм. Я стала ездить в детский дом, а взяла их через 2 года уже совсем в семью. То есть мы уже так укрепились в этих отцовско-дочерних отношениях, Мгм. что можно было уже их переросли, они уже в постоянную жизнь нашу. И сегодня они уже взрослые. Сегодня уже взрослые, вот Катюшке 16 лет. Все. Крестникам уже по 18 лет. То есть вы не называете их детьми, да, своими родными, вы говорите крестники. Да по-разному говорю. Просто у всех детей сохранились живые родители. И то есть мама меня не называют, я Велена Михайловна, потому что есть живые родители, и мама, папа, но они лишены родительских прав, либо они оказались в какой-то ситуации, поэтому я просто не претендую на роль мамы, и это не важно, как тебя называют. Я просто детям простым вещам научила в быту, там, варить суп, какие-то там навыки гигиены. Если были дольше, научила чему-то побольше, как Катюшку, там что-то там пилить, что-то сажать в огороде. И просто вот такие, бытовые какие-то вещи, просто проживание в семье, какой-то опыт, как там, что просто лежит в холодильнике, допустим, как все эти вещи функционируют. Ну да, и вы не боитесь брать детей с особенностями развития, правильно? А что бояться-то? Мы все с особенностями развития. Я одна большая особенность. В своем роде, да. Но вот, допустим,
Не каждый возьмет здорового ребенка, да? Мгм. А вот вы не Ну, побоялись? я не прям такая отважная. Я 2 года храбрости набиралась. И М. просто это уже был выверенный, проверенный шаг. Так-то брать детей, как бы все это было просто в процессе жизненном. Шли и шли потихонечку. И пришли. А теперь у меня есть такой опыт, я даже готова с ним поделиться. И как бы и пытаюсь набраться смелости и еще раз взять кого-то. Мгм. Но боюсь, сил не хватит. А с другой стороны, вот как бы этот вопрос, но я над ним часто думаю. Для чего, да? Почему? А вообще, вот, допустим, Да, страшно, конечно же. Это же, ну, все равно жизнь свою кардинально меняешь. Ты служишь. Это как патриотизм. Для меня Мгм. это вот послужить Родине, с одной стороны. Потому что дети — это наше все. В каком мире будем мы жить потом, это от нас, взрослых, зависит. Чему мы их научили. золотые слова, видите? То есть воспитание чужих детей для Велены это вот как патриотизм, да? Потому что дети будущее. Да, была бы мужчиной, пошла бы Родину защищать. Ну, не пошли родину Не защищать, пошла, так решили взяла воспитать ребенка. как можно больше детей. Да. Ну, не то, чтобы я такую задачу не ставила, просто оно само собой так лилось. Возьмите на выходные, возьмите на выходные. Вот я, рекомендую, просто и так обращаюсь к людям, у которых есть такой родительский потенциал. Можно же не обязательно ребенка усыновить, удочерить, взять под опеку. Просто возьмите на выходные, свозите ребенка в кино. Там. Это называется патронаж по закону. Вы тоже там проходите ряд инстанций, медосмотр и так далее. И можете просто брать детям, устраивать праздник. Вы имеете право брать ребенка. А потом вдруг вы рассозреете и возьмете ребенка в семью. И в очень многих союзных наших республиках бывших вообще нет детских домов, все дети разобраны. Слава богу, в государстве масса программ для приемных семей. И приемные родители даже получают зарплату сейчас и все пенсионные выплаты. То есть это не так страшно, не так обременительно, больше это такой внутренняя такая работа. Я бы сказала, что это, скажите, как называется длительная работа с психологом? Как это? Последнее умное слово такое, ёшки, забыла. Какие-то там проработки. Короче, надо ходить к психологу. Возьмите ребенка, у вас не будет никаких проблем с головой, с душой, у вас будет 100% занятость. Не надо там вообще будет о многих вещах задумываться. Будете просто жить в счастливом потоке. Все, мы закончили наш кокошник. Вот он такую форму имеет красивую, крепится на резиночке. И наша ведущая, мы его сейчас, как королеве красоты, Так. мы его сейчас оденем. Вот такая красота. Да, можно идти печь пирожки красиво на кухне, Ну, я встречать думаю, мужа. Нет, я думаю, если сюда добавить еще декора, Да. то можно уже не пирожки, можно уже, знаете, выходить в свет на какие-то мероприятия, а можно еще и сделать разного цвета, разного Да. фасона, и может для кого-то это станет такие, знаете, как сказать, вот под брючный костюм один кокошник, под платье Тренд. другой кокошник, тренд, и это будет модно. Все-таки мы живем В национальном государстве. Правильно. Большом национальном. Ну что, спасибо большое, Велена, за ваш мастер-класс, за вашу историю, за вашу доброту. Человек просто уникальный. Мне кажется, город Нерюнгри может гордиться вот такой девушкой. Ну, посмотрите, все делает, и трудится, и работает, и добро. Корову заведу, а может быть 2. Еще Я корову шучу. напугала. Я думаю, реально корову хочет еще куда? И детей у нее много, и любви много, и вера в Бога есть. И самое главное, вот посмотрите, она вся прям цветет и пахнет. И позитив из нее так и прет. Вот побольше бы таких людей, как вы. Я рада знакомству, ну и как всегда мы говорим, что творите, созидайте, любите себя, любите близких и будьте такими же добрыми, как Велена. Спасибо. До новых встреч!